Прежде чем собрать своих сотрудников, руководители топливных компаний встретились с руководством Министерства экономики, чтобы выяснить, почему они теперь не могут завозить в Абхазию бензин, если их поставщик не Роснефть. Но, как рассказывает генеральный директор компании «Азита» Адам Мургабуния, и для Минэко Абхазии это стало сюрпризом. Пересечение границы было запрещено из Российской Федерации в Республику Абхазия нашему грузу. Таможенная служба указанного пункта пропуска нам запретила вывоз данной партии топлива из Российской Федерации в Республику Абхазия. При этом официальные документы, запрещающие вывоз, не были предоставлены экспедитору груза. Было получено лишь устное разъяснение от сотрудника таможни относительно того, что существует документ в так называемом формате ДСП для служебного пользования, то есть закрытый, который, естественно, предоставить они не смогли, но на словах сказали, что был установлен запрет на экспорт из Российской Федерации топлива всеми компаниями, кроме топлива компании, приобретенного компанией «Роснефть» на территории Российской Федерации. Отдельно отмечу, что данная партия топлива была необходимым образом документально оформлена полностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Затаможена, в декларации был проставлен штамп «Вывоз с территории Российской Федерации в Республику Абхазия разрешен». Естественно, после того, как мы узнали о произошедшем, мы сразу связались с нашим уполномоченным органом, который регулирует эту сферу деятельности и должен, соответственно, защищать наши интересы абхазского бизнеса. Это Министерство экономики. И нам стало известно, что мы первые получили такую информацию, а Министерство экономики этой информации не было, к сожалению. И существование каких-либо ограничений, запретов, никаких обращений, документов по данной ситуации они от российских коллег не получали. Адам Мургабуния подробно рассказал, что предшествовало запрету на ввоз в Абхазию бензина, и нигде он не видит предпосылок к тому, что такое могло бы произойти. В ноябре месяце, это порядка одного месяца назад, в 20-х числах, в российских средствах массовой информации вышла статья со ссылкой на отдельных чиновников о том, что, возможно, будет принято решение, готовится решение о наделении эксклюзивными правами на беспошлинный экспорт топлива из Российской Федерации в Республику Абхазия одного поставщика. Там речь шла о Роснефти и ее дочерних предприятиях. Но в той информации не было о каких-либо ограничениях для других поставщиков. То есть речь шла только о том, что им будет предоставлено эксклюзивное право на экспорт в Республику Абхазия из Российской Федерации беспошлино. Но то, что другие будут ограничены, такого практически нигде не звучало. И, соответственно, с нашей стороны была определенная реакция. Вот мы, топливная ассоциация, обратились с тем, что это приведет к монополизации рынка, к дефициту. Письменное было обращение с нашей стороны, лишит выбора наших потребителей по качеству топлива и иным многим негативным последствиям. И получили ответ от Министерства экономики о том, что оно разделяет наши опасения и за сохранение возможности конкуренции на рынке и по цене, и по качеству нефтепродуктов, и что в тот период уже они активно занимаются, проводят консультации с уполномоченными органами Российской Федерации, как мы поняли из содержания текста, чтобы не допустить такую ситуацию. В это же время приблизительно, как мы знаем, практически всем поставщикам пришла информация и просьба, чтобы, учитывая длинные праздники и так далее, возможно, простое, чтобы мы определенный объем топлива дополнительно закупили с целью обеспечить в эти праздничные дни бесперебойную работу всех наших АЗС и снабжение всего населения предприятий топливом. В принципе, то, что мы и сделали, практически все, но, как оказалось, они не доехали, по крайней мере, пока до нас.
Запрет на ввоз бензина в Абхазию всеми поставщиками, кроме Роснефти, стал сюрпризом для топливных компаний. Ведь многие из них связаны с контрактами с различными учреждениями, предприятиями. Сегодня они не могут выполнять свои обязательства, так как остались без топлива. Помимо того, что мы не могли привезти, за нами идут контракты по городу. Это школьные автобусы, мусорщики и много других организаций, которые зависят от нашей работы и то, чего мы делаем. То есть наши дети не могут попасть в школы, наши мусоры под нашими домами останутся дальше. И сегодня, из сложившейся всей этой ситуации, мы не знаем, как выйти. И те контракты, которые мы, я уже в рынке с 27 лет, те, которые я контракты добивался на протяжении всего этого времени, кому в подарок отдать на сегодняшний день, если есть кому, могу отдать. А в Апсны Ойл достаточно запасов до середины февраля. И компания готова оказать помощь коллегам, хотя все эти запасы в обычной ситуации рассчитаны на обеспечение Министерства обороны. На сегодняшний день у нас запасов по нашему небольшому потреблению где-то до середины февраля. Объем я не могу озвучить, это коммерческая информация. Потом мы храним объемы топлива, которые принадлежат Министерству обороны, и эта информация вообще засекречена. Мы также с коллегами обсуждаем вопрос оказания помощи. То есть, если станет такая необходимость, и кто-то будет вставать, не сможет работать по причине отсутствия топлива, мы готовы поделиться своими объемами и забрать их потом, когда их топливо придет. По словам предпринимателей, то, что сегодня происходит на топливном рынке Абхазии, похоже на попытку монополизировать его. Что касается вопросов о том, что мы должны работать с одним поставщиком, ни с точки зрения коммерции, ни с точки зрения государственного подхода этот метод неприемлем. Это наше мнение. Мы работаем на этом рынке 30 лет, в сложных условиях всегда были разные обстоятельства, когда мы топливо привозили в Абхазию, привозили его с разных стран. Как это все нам давалось, знают наши старшие и наши коллеги, которые многие здесь сегодня присутствуют. И на сегодняшний день в такой, скажем, ситуации, как мы находимся, под Новый год создать такие условия, я как минимум считаю, это не просто неправильный подход, это те действия, которые, скажем так, мы связываем с тем, что нам просто-напросто взяли и, грубо говоря, перекрыли наши возможности. Груз, который шел на территорию Абхазии, который был задекларирован до внесения разных изменений, он не может пересечь границу. Мы остались без топлива. Как говорят предприниматели, устранение конкуренции на топливном рынке нигде не приведет к положительным результатам. Это невыгодно ни покупателям, так как будет нарушен рыночный принцип формирования цены на бензин, ни государству, так как крупные заправочные станции постоянно создают рабочие места и осуществляют внушительные налоговые отчисления в бюджет. Компании в массе своей, каждый, естественно, по своей возможности, на самом деле неплохо развивается. Сегодня есть определенные, были, по крайней мере, до этого времени хорошие условия. Мы можем строить абхазские национальные компании современный бизнес, это современный АЗС и системы, и стандарты управления и бизнеса в целом. И здесь нет никаких причин, ни экономических, ни каких-либо других, действовать таким образом, поскольку нам часто говорят, что есть отрасли, которые в упадке, надо привлекать инвестиции, нужно принимать какие-то решения и давать возможность иностранным компаниям активно в этом участвовать. Но здесь это на самом деле как раз не тот случай. У нас хороший, нормальный, разумный баланс. Есть компании, представленные на рынке, которые работают и с иностранными инвестициями, российскими в частности. Есть исключительно, как мы, например, национальные компании, которые создавали своими руками по крупицам наших с вами сограждан. Нам часто приводят в пример в средствах массовой информации то цифры определенные, насколько хорошо и эффективно работают те или иные компании с иностранным участием. Я могу, например, хотя бы одну единственную цифру привести. Компания ЗИ за последние несколько лет заплатила более 1 миллиарда рублей в
государственный бюджет в виде налогов и иных каких-либо других платежей. Сотрудники топливных компаний с недоумением восприняли новость о том, что в современной Абхазии может происходить подобное, так как многие из них работают в этой сфере с начала ее истории в республике. Когда я начинал вначале бензином заниматься, когда мы работали, люди подъезжали, никто не спрашивал, это «Газпром» или это, не знаю, «Лукойл» или чей, какой марки. Все спрашивали, вода есть в бензине или нет. Тогда никто не имел никакого выбора. Что было, то заливали. 30 лет прошло, слава богу, передвижек практически нет, огромные заправки стоят, решеток нету на заправках, с автоматами никто кассу не охраняет. А что случилось, чтобы мы все заливали один и тот же бензин? Слава богу, разговор не идет о том, что блокируют нашу республику, топливо будут завозить, но люди, наверное, имеют право выбора, кто хочет зальет «Газпром», не знаю, кто хочет, что хочет, как хочет. Я считаю, что это допустимо для нашего народа, что мы имеем на это право. По словам предпринимателей, на сегодняшний день проблем с выплатой зарплат сотрудникам не будет. На это есть подушка безопасности, но как будет развиваться ситуация, неизвестно. Надежда только на то, что руководству республики удастся разрешить ситуацию. Когда Абхазия была в блокаде, Заур Гетович сколько страдал от того, что не мог бензин завести. Но у него рядом стояло правительство, глава государства. И выход всегда находили. Неужели глава государства не может решить этот маленький вопрос, а блочный товар стоит на границе, не могут завести? Это просто кому-то перерассказать даже стыдно будет, наверное. Представители топливных компаний составили коллективное обращение на имя главы государства. Они требуют, чтобы их работа продолжилась в том же формате, в каком была и до запрета ввоза. Мария Котова, Инна Лагуха, Абаза ТВ.